Соңдысы болар. Менә бу 22-нче елда, киләсе елның әле без программасын ничек буласын сезнең белән белмибез, Алла берсә. Анда инде икенче темалар булыр. Без аны күрүебезгә бик шат бит, шулай бит әйме? Бүген менә 11-ндә икенче елда матур гына эшләп чыгыгыз. Үзегезгә теләгән сорауларыгызны бирәсез. Кемнәргә консультация кирәк? Азаттан килеп аны консультировать итә аласыз Алексей Анатольевич белән. Сейчас вам слово, Алексей Анатольевич. Добро пожаловать. Мы очень рады вас видеть. Спасибо большое. Для кого из вас была прошлая тема важной? И помните ли вы, что это за тема была? Но можно повторять, никто ничего не помнит. Как достичь успеха или что-то такое там было? Чего? Как достичь успеха? Как достичь успеха? Да, два вида там что-то вселенной. Два вида. Во, спасибо, круто, два вида мышления. Спасибо, что обрадовали. Вот, хорошо. Я сегодня вам предлагаю удивительную тему. Опять же, мы через это, через Вселенную, но хотел предложить вам поговорить о предназначении мужском и предназначении женском. Хотите или не хотите? Или вам эти темы не нужны? Зачем рождается мальчик? Кто такой мальчик? И почему сегодня мальчик внешний мальчик, но при этом, когда вступает в коммуникацию, видно, что он находится в каком-то зависимом типе психики. То есть он склонен выяснять, кто виноват, хочет, чтобы кто-то решал его проблемы, не совсем может дать гарантии, размышляет о том, что его успех зависит от обстоятельств, и тогда он теряет силу влиять на обстоятельства. Вот как сегодня разобраться, кто такой мужчина, зачем он родился и как выстроить свою счастливую мужскую жизнь. Это первая тема. И вторая тема, в чем счастье девочки. Вот. В чем счастье девочки. И я говорил, что если мужчина выясняет, кто виноват, если он хочет, чтобы кто-то решал его проблемы, если он все время зависит от обстоятельств и говорит, вот будут хорошие обстоятельства, я тебе что-то гарантирую. А не будет обстоятельств, вот я тебе ничего не гарантирую. Понимаете? То есть внешний парень, а с ним ненадежно. И это может испортить ему очень сильно жизнь. Что испортит жизнь девочки? Если она звучит, то есть если в ее речи есть претензия, оценка, упрек, вот это вот очень сильно девочке помешает. Потому что ее язык — это язык любви, а язык претензий, он искажает информацию и порождает ответное осуждение. Я хотел вам предложить этот разговор о мужском и женском. Вот, например, я мужчина, и первые годы жизни меня воспитывали и мама, и папа. И до 7 лет крайне важным было то, что мама передала мне вот эту чувствительность женскую. Мне это крайне важно, чтобы чувствовать других людей. От папы я получил силу переваривания трудностей, понимания смысла жизни. Это все папа. А мама, она дала мне очень важное качество — чувствительность. Поэтому в мужчине есть и женщина, и мужчина, внутри мужчины. Но самое главное, чтобы в мужчине вперед вышел мужчина. И в девочке тоже есть и мужское, потому что ее воспитывает отец, и это определенная энергия мужская, строгая энергия. Вот. И вместе с тем в девочке есть и мужское, и женское. Важно, чтобы в девочке вперед вышло женское, а не вот это вот мужское, прямое. Понимаете? Вот. Поэтому я как психотерапевт разбираю огромное количество судеб. Мне пишут дети со всего мира, приходят на консультацию люди, и я вижу, что вопросы мужского и женского все наперепутано так, что люди просто мучаются, и надо распутать эти вещи. У нас совсем мало времени, тут уже остался час. Интересны ли вам эти темы? Я мог бы сегодня об этом поговорить. Что скажете? Да, интересно. Как-то вы так тихо сидите, так интересно или неинтересно? Да, интересно. Интересно. Знаете, хочется вместе с вами решать эти вещи. Вот, потому что, знаете, в нашей стране не принято вкладываться в психическое здоровье. Говорят, ну что, мне и так все нормально. А между тем, один семинар может изменить судьбу.
Я это видел 1000 раз. Один семинар может изменить судьбу человека. Если человек сочтет нужным, что ему что-то надо, он не все понимает, он не все знает, начнет слушать, что-то записывать, здесь что-то поменяется. А когда меняется сознание, меняется жизнь. Вот так бывает. Поэтому я и веду эти программы. Даже если один человек что-то разберет и изменится, это означает одна счастливая судьба, уже не зря встречались. Хорошо, начну с мужского принципа, разделим немножко, да, минут 35 дадим обзору мужского предназначения. Для девочек это тоже очень важно. Почему? Потому что девочке очень важно понимать, если она привлекается чувствами, это одно. А для девочки важно привлекаться, что мальчики привлекать должно? Качество характера. Потому что если она привлекается чувствами, и потом не обращает внимания на качество характера, а потом она говорит, а что он так себя ведет, а почему он так делает? Ну, милая моя, ты же привлеклась чувствами, тебе же не важно было качество характера. Вот теперь столкнулась с качествами характера, поэтому не спеши, пока не поняла, из каких качеств характера состоит мальчик. Вот, поэтому для девочек первая тема важна, когда мы будем говорить о предназначении мальчиков. Ну и для мальчиков важна эта тема, когда мы будем говорить о предназначении девочек. Вот. Я попробую сейчас начать с маленькой истории. Скажите, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к девочкам, мальчики, послушайте, пожалуйста. Девочки, уважаемые, дорогие, скажите, пожалуйста, бывает так, что мальчики задевают и ведут себя не очень прилично, ну как-то вот, обижают. Бывает такое или не бывает? Я сейчас не прошу ни на кого жаловаться, ничего. Я сейчас говорю о ваших братьях, может быть, или о ребятах, которые в школе. Бывает так, что мальчик задевает девочку, обижают, это достаточно неприятно, и вы как-то вот остро на это реагируете. Бывает или не бывает? Не бывает? Бывает. Бывает. У меня вопрос. Смотрите, я вот это все спрашиваю, чтобы дать вам сразу, у нас времени вообще нет, поэтому я буду сразу говорить то, на что я потратил 20 лет своей жизни. 20 лет своей жизни я изучал эти вещи. Сейчас вы увидите, как они работают. Скажите, пожалуйста, девочки, когда мальчик задевает вас, обижает, обычная реакция девочки какая бывает? Вот обычная, среднестатистическая. Как это вот бывает? Что обычно происходит? Сейчас, мальчики, пожалуйста, только слушайте. Я очень хочу с девочками поговорить. Чего? Я все-таки, да. Девочки, когда мальчики задевают, и вы чувствуете, что они действительно неправы, как обычно вы реагируете? Чего? Обижаемся. Чего еще? Все? Обиделись и ушли? Как? Помочь. А как вы им помогаете понять свои ошибки? Что вы говорите в этот момент? Как вы это делаете? Вот мне конкретно на пальце. Скажите, пожалуйста, бывает так, что вы можете разозлиться, сказать какое-то слово грубое? Бывает так или нет? Бывает. Вот. Ладно, давайте сейчас другой вариант. Понимаете, какая история? Я чуть позже об этом остановим сейчас здесь, потому что вернемся чуть позже. Я вам хочу нарисовать историю, которая относится к теме мужского предназначения. Последние 20 лет я изучаю эту тему, потому что 40 лет я не задумывался вообще о том, кто такой мужчина, зачем он родился. И чем больше я не думал о том, кто такой мужчина, зачем он родился, чем больше я жил эту жизнь, тем больше в моей жизни была история, которая была связана с понятием боль. Вот, боль. То есть я никак не мог понять смысл этой боли, душевная боль. То есть живешь эту жизнь, а вот здесь болит. А чем больше живешь, тем больше болит. И понимаете, какая история? Помните, я вам преподавал эту тему раньше и говорил о том, как устроена Вселенная и так далее. Я за 2 минуты нарисую эту тему вам. Мы живем с вами в огромном мире. Этот мир обычно называют Вселенная
Вселенная, или его называют мироздание, здание мира, в котором мы живем. Вот. Люди делятся по типу восприятия этой реальности. Первый момент, люди говорят так, что никаких законов нету этой Вселенной, я родился случайно, все случайно, нет никаких закономерностей, ну, живи эту жизнь, в общем, ешь, пей, веселись, возьми от жизни все. Вот, если что-то не получается, нажми, добей, вырви, в общем, получи то, что тебе нужно. Так размышляет первая часть людей. Вторая часть и думает иначе. Что эта огромная Вселенная живет по определенным, говорю медленно, законам. Посмотрите, пожалуйста, вы не зря мы вывели на экран эту штуку. Вот вы видите космическое пространство, вы видите Землю. Единственная планета на Земле, говорят, на которой создана жизнь. Другой нам с вами не показывают. Может и есть, но мы не знаем. Поэтому на Земле точно есть жизнь. Точно. Листочки распускаются, птички поют, дети рождаются, облака плывут, сезоны меняют друг друга. Посмотрите, сейчас ехали к вам, не могли оторвать взгляд, золотая осень. Времена года меняются. Мы можем с вами сейчас проголосовать, чтобы зимы не было. Ну, Вселенная скажет, голосуйте, не вопрос, но зима все равно будет. Ваше голосование единогласное отменить зиму не может. Законы времени действуют по отношению к каждому из нас. Сколько бы мы примочек не делали с вами, укольчиков и так далее, все равно кожа рано или поздно она будет стареть. Законы времени совершают свою работу с каждым из нас. Отрицать это тоже невозможно. Значит, у этой Вселенной есть определенные законы. Она живет по своим законам. И эта Вселенная огромная имеет замысел. Замысел. Какой-то замысел. В этом мире царит абсолютная гармония. Гармония. Но только человек, это единственное существо на Земле, способен нарушать эту гармонию. Вот, никто больше, ни животные, ни деревья, ни солнце, ни луна, ни звезды не нарушают эту гармонию. Гармония может быть нарушена только человеком. И Вселенная, она живая, и она реагирует на то, если эта гармония будет нарушена. Если мужчина не понял свое предназначение и живет так, как он хочет, как ему вздумалось, он нарушает гармонию. И тогда в его жизнь Вселенная посылает определенные сигналы о нарушении этой гармонии. Если человек понимает эти законы, он трубку берет, сигналы слышит, разговаривает. Если человек не понимает, он игнорирует эти звонки, абонент недоступен. Тогда Вселенная начинает звонить сильнее. Начинаются сложности, трудности, болезни, разрушения и так далее. Это конкретно Вселенная общается с каждым человеком. Но мы же живем в этом огромном едином мире, нас здесь 7,5 миллиардов, границы говорят условные мудрецы. Понимаете? И поэтому то, что мы сегодня имеем с вами, смутное время всегда организовано самой Вселенной, чтобы встряхнуть людей и дать им понять, что сколько можно мусорить в это пространство. А как мы мусорим? Мы подлавливаем друг друга на плохом, мы не можем сотрудничать, мы не можем возлюбить ближнего, как самого себя, мы не умеем любить наших врагов, мы не можем подать руку иногда, когда надо ее подать. Кто-то подталкивает, наоборот, человека к падению. Вот это называется, мы мусорим в пространство. Это пространство живое. И поэтому, когда мы намусорили до такой степени, что уже дальше некуда, начинаются эпидемии, войны, катаклизмы, чтобы вернуть людей к истинной гармонии. Вот в чем смысл смутных времен. Смутные времена всегда приходят, когда люди начинают чересчур мусорить в это пространство. Для чего? Чтобы мы наконец-таки проявили мужество. А что такое мужество? Это проявить человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах. То есть понять, из чего мы состоим. Понимаете? Мы должны были все понять на ковиде.
Так Вселенная задумала. Мы должны были быть после ковида очень мягкими, очень чувствительными, очень милосердными, очень дружественными, очень понимающими. Не случилось. Не случилось. Не поняли. Вселенная идет дальше. Она дает страдания для того, чтобы люди все-таки поняли, что пока наши связи с машинами, домами, квартирами, деньгами будут крепче, чем желание познавать законы реальности и жить в гармонии, будут приходить сложные обстоятельства, задача которых будет отрезать нас от этих материальных вещей для того, чтобы вернуть нам понимание к проявлению человеческого в человеке. Вот смысл того времени, в котором мы с вами живем, чтобы вы понимали. И поэтому в этой огромной вселенной есть замысел на каждого из нас. Замысел на мужское предназначение, на женское предназначение. Единственный момент непонятия это наше нежелание это понять. И Вселенная говорит, не вопрос, не хочешь понимать, я не могу лишить тебя свободы выбора. Поэтому вводим еще одно гениальное понятие. Свобода воли. Свобода воли или свобода выбора – это самый главный принцип этой Вселенной. Никто не может посягнуть на свободу воли человека. Это святое. Каждый из нас имеет право на свою философию, на свои поступки, на свои действия, на слова, которые мы выбираем и говорим, на взгляды, которым мы одариваем друг друга. Мы имеем право выбирать. Выбирать. Свобода воли. А дальше идет интересное «но». Или и вместе с тем. Имея свободу воли, Вселенная говорит, друзья мои, пишем еще одно гениальное слово, вы здесь гости. Все люди, пришедшие в этот мир, они гости. Этот мир был до них. И эти законы существовали до них, до каждого из нас. И поэтому Вселенная говорит, если ваша свобода воли нарушает гармонию этого мира, вам придется столкнуться с последствиями своего поведения. И это не может быть наказание. Это корректировка того, что вы мусорите в пространстве или не уважаете законы реальности. То есть, здесь люди говорят, свобода, что такое? Ешь, пей, веселись, возьми от жизни все. Это первое мышление. Второе мышление. Моя формула свободы настоящая, как звучит? С точки зрения законов мироздания. Моя свобода воли не должна нарушить гармонию этого мира, в котором я живу. Вот и все. Поэтому Вселенная дала нам языки. Вводим еще одно понятие. Языки, с которыми она с нами разговаривает. И первый язык называется язык. Как ни странно бы это звучало, наверное, я бы никогда не подумал, что это язык мироздания. Он называется отношения. Отношения. Наши отношения друг с другом. Отношения с родителями, отношения с одноклассниками, отношения с учителями, отношения с братьями, сестрами, с братьями нашими меньшими. А теперь смотрите. Именно в отношениях мы с вами, две черточки делаем, именно в отношениях мы с вами получаем больше всего радость. И именно в отношениях зачастую мы получаем больше всего страданий. Если бы я не был психотерапевтом, наверное, бы я не смог вам это сказать. Я это чувствую. Ко мне приходят люди, которые приходят и говорят, что в их отношениях очень много страданий. Спрашивается вопрос, как этот вопрос решить без Вселенной? Никак. Никак. Почему? Потому что язык отношений зачем нам дан? Он дан для одного, чтобы каждый из нас не то что понял, а вот здесь записал. И каждое утро вставал. И это важнее, чем завтрак. Для завтрак тоже важен. Каждое живое существо нуждается в любви не меньше, чем я. Если я это не понял, это не является законом для меня. И тогда я не чувствителен к другим людям. Потому что есть огромное мое «я». Что это я должен быть чувствительным к другим? И поэтому, когда все проблемы в сфере отношений, а сейчас самое главное, все проблемы в сфере отношений рождаются из недостатка чувствительности, моей, например, к другим
живым существам. Вот и вся история. Поэтому первый язык, язык Вселенной, это язык отношений. Именно через отношения мы понимаем, где в отношениях совершена ошибка. Если в отношениях увеличиваются страдания и боль, значит мы что делаем? Значит, мы недостаточно чувствительно относимся к другим живым существам. Не чувствуем их, задеваем, смеемся, шпиняем, колем, прикалываем, подкалываем. Это недостаток чувствительности. Если в наших отношениях растет радость, это означает, мы четко поняли этот закон, что любое другое живое существо нуждается в любви не меньше, чем я. Я давал эту тему в 1 классе в одной школе. Уходил, вышел на перемену, мальчик, который так сидел, слушал меня, слушал. Выбежал на перемену, а там другой, он, голубей доставал. Все время шугал их, там с палкой за ними бегал. Он после этого урока подходит и говорит: слушай, не трогай их, они живые. Он меня просто вот так 45 минут смотрел. У него село, что голуби это живые существа. И, пожалуйста, будь чувствительным, не задевай живых существ. Другой сидел на уроке, тоже на меня смотрел. Пришел и говорит: правильно вас понял? Я говорю: а что ты хотел спросить? А он драчун, он все время задевает кого-то. То есть у него тяжелые отношения, потому что все время кого-то задевает. А я сказал простую вещь. Мы живем в едином пространстве, И поэтому первый базовый закон мироздания. Все, что ты делаешь для других, в итоге ты делаешь для самого себя. В итоге. Еще раз, очень важный момент. Это же единое пространство, в котором мы живем. А мы думаем, что Вселенная где-то далеко, и я не являюсь ее частью. И это самая большая трагедия. Отсюда все несчастье человека, что он не считает себя частью единого целого. Поэтому вытворяет все, что угодно. И думает, что ему ничего не прилетит. Я же отдельно, мир отдельно. Заблуждение, горе, сеть. Понимаете? Этот смотрел на меня, 1 класс, смотрит на меня, подходит на перемене и говорит: вот, бумажка такая, знаете, вся потертая. Все, ну что ты там накорябал? Подходит, открывает и говорит: правильно я понял, что если я задеваю кого-то, то одновременно с этим я во Вселенную отправляю сигнал: Вселенная, ты тоже можешь задевать меня. Я подушка для твоих иголок. Я говорю: очень правильно понял. Молодец. И задевать будут, мало не покажется. Это единый мир. Здесь нет случайностей. Здесь все закономерно. И любое действие мое в этот мир обязательно откликается действием этого мира по отношению ко мне. Я говорю: и что? Он говорит: не, ничего. И убежал. И я видел глаза этого малыша. Есть ощущение, что больше никого задевать не будет. Мировоззрение поменялось. Мозги перевернулись от этого откровения. Понимаете? Жил, и вдруг понял, что он является частью единого целого. И если я задеваю тебя, я задеваю всю Вселенную, а значит в итоге самого себя. А один вспомнил Маугли на одном уроке и сказал: правильно понимаю, мы с тобой одной крови, ты и я. И если мы с тобой одной крови, ты и я, как же твоя боль это моя боль, твоя радость это моя радость, как же я тебе совершу против тебя насилие? Это невозможно. Поэтому доброта – это не интеллектуальное понимание. Доброта возникает естественно, абсолютно сама, вследствие понимания человеком того, что он живет в едином мире. И тогда нет смысла кого-то задевать. Потому что если я задеваю кого-то, я уже готовлю себе реакцию на то, что будут задевать меня. И мало не покажется, задевать будут. И вот разбирать тему предназначения мальчиков и девочек, я не могу из воздуха прийти вам и сказать: а знаете, вот такой предназначение. Я начинаю размышлять об этом из огромной вселенной, которая имеет замысел на каждого из нас и который живет по своим законам. Именно здесь предложено понять, что есть мужское предназначение, есть женское предназначение. Мы не делим: вот те мужчина, вот те женщина. Нет, и в женщине есть мужское, и в мужском есть женское, мягкое и прочее. Но вперед должно выйти в мужчине мужское, в женщине женское. Таковы законы.
Конечно, можно игнорировать эти законы, но почему столько разрушенных судеб? Почему столько несчастных людей? Почему столько развалившихся семей? Почему сегодня столько в мире страданий? А ответ очень простой. Очень простой. Невежество в понимании того, как устроен мир, уже сегодня достигло апогея. Дальше некуда. Понимаете? Поэтому человек бросает вызов законам Вселенной. Только вызов-то он может бросить, но получает абсолютно адекватную реакцию со стороны мироздания. Кто круче? Я, который пришел, и мне 60 лет, и я здесь, или Вселенная с ее законами, которые миллионы лет? Кто круче? Я или вот это пространство? Посмотрите на экраны. Поэтому с какого-то времени, после 40 лет, достигнув огромной боли, я не зря вам писал. Не зря он писал. Боль. Боль – это язык вот этой Вселенной, которая указывает мне, что я нарушаю ее законы. Боль – это позитивный ответ от жизни. И я наконец-таки принял эту боль, 20 лет уже живу иначе. Я абсолютно счастлив. Это не значит, что моя жизнь стала легкой. Она не легкая. Знаете, как иногда наклоняет? Спокойнее стало. Почему? Я понял, почему все приходит и зачем мне это все приходит. Поэтому не буду длить предисловий, сразу начинаю. Сейчас скажите, пожалуйста, для кого-то это было важно, что я тут говорил или нет? Или вы... Нет? Скажите, ну, если нет, ну, это тоже важно. Я извинюсь перед всеми, кому я испортил жизнь. Честно, это важно, понимаете? Представляете, вы меня слушаете, а толку от этого нет никакого. Значит, я что должен сделать, как честный человек, извиниться? Только человек должен поднять руку и сказать: 1,5 часа вы забрали в мою жизнь. Я хоть извинюсь, компенсирую. Для кого-то было важным то, что сейчас сказал, или нет? Да? Что для вас было важным? Что вот, в чем смысл этой важности? Кто-то готов, ну, рассказать коротко? Что? А? Чего? Да, я понимаю. Вот ребят жду. Угу. Хорошо. Мальчики готовы? Или не готовы? Готовы. Отлично. Что-то вы сегодня тихие. Вот. Было бы здорово, если бы ваш голос звучал громче. Хорошо. Давайте так. Вообще, что я тут калякаю, видно, нет? Нет. Вот тогда пересаживайтесь вперед, кому важно видеть, что я тут рисую. Это ваша ответственность, да? Пересесть вперед. Мне вот с этой штукой к вам прийти сложнее, а вам легче. Ладно. Как вы думаете, вопрос к мальчикам. Зачем рождается мужчина? В чем смысл его рождения? Продолжить род. Посадить дерево. Посадить дерево. Построить дом. Спасибо, на этом, считаю, наш семинар закончен. Они все знают, дорогие учителя, что я здесь стою. Что еще? Про дерево понял, про дом понял, про род тоже понял. Все? Да. Можно я к этому что-то добавлю? Согласны? Спасибо. Друзья мои, помните, я писал слово «боль»? Так вот эта боль, это позитивный ответ от жизни, заставила меня обратить внимание и начать изучать эту тему с 40-летнего возраста. Потому что до этого времени я не изучал эту тему. Что удалось понять? Я, честно говоря, в восторге от того, что мне удалось понять. Это очень сильно влияет на мою судьбу сейчас, в хорошем смысле. Я стал собирать основные смыслы. То есть для девочки, будем писать так, для девочки важна интонация. Интонация. Почему? Вот как девочка звучит, в таком мире она и будет жить. Это ее главная история. Потому что если она звучит неправильно, ей будет очень тяжело жить. Поэтому для девочки очень главное слово интонация, как бы вы ни улыбались. Вот. А для мальчика важнейшее слово это смысл. Это смысл его жизни. То есть мальчик должен разобраться, ради чего он встает каждое утро. В чем вообще смысл вот его пребывания. Вы сказали, там, дерево посадить, род продолжить, там, еще что-то там, и так далее, и тому подобное. Там, семью создать, там, отучиться, деньги заработать.
Друзья мои, это все интересно, но оказывается не совсем про то. Я вдруг понял, что давайте я выпишу основные смыслы мужской жизни, которые я собирал 20 лет, потому что времени у нас нету, надо все делать быстро. И первый смысл, который открылся мне, мальчик не живет для себя. Поэтому первый смысл означает самопожертвование. Самопожертвование. То есть, обратите внимание, когда мужчина живет для себя, это начало его конца. Это наркотик против мужского сознания. То есть мужчину угробить очень легко. Подсадить его на потребление, чтобы он, насыщал самого себя и больше ни о чем не думал. Знаете, он машины покупал, там, деньги зарабатывал, там, еще чего-то и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, вот первый смысл, когда случается мужское счастье, это способность понять, что ты родился не для себя, любимого. Ты родился для того, чтобы твоя жертва, которую ты совершаешь, мир преобразила. И вот тогда случится мужское счастье. То есть самое большое счастье и внутреннюю радость мужчина чувствует тогда, когда он что-то делает для блага других людей. Вот Пушкин, гениальный Пушкин, описал этот момент в Евгении Онегин. Евгений Онегин жил только для себя. Вот для себя. Даже нормально предложение барышни не мог сделать. Голову им морочил. Она ждала. Понимаете, а он все думал. О себе думал. Как это так, я о ней заботиться буду? В конце концов, мозги на место встали. Вроде созрела. Она говорит, я другому отдана. И буду век ему верна. Понимаете? И в этот момент, размышляя о своей бестолковой жизни, в которой он думал только о себе, от его пребывания на земле толку вообще никакого не было, все время думал о себе. Он восклицает устами Пушкина, гениально восклицает, 4 строчки, которые на место ставят мозги сразу. Онегин что говорит, размышляя о своей жизни? Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой, замена счастью. Вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Это первый базовый принцип самопожертвования. Второй базовый принцип какой? Мальчику важно полюбить вызов. Что такое вызов? Вот для девочки конфликт, он сложно переживается. Потому что девочка, она стремится к слиянию, к гармонии. Для нее это сложный момент, конфликт. Она пытается его как-то сгладить. А для мальчика конфликтная ситуация, она полезна. Почему? Потому что именно в конфликте он понимает свое нутро. Из чего он состоит, что там внутри него, какие качества характера живут. То есть вызов проверяет мальчика на вшивость. Что он там внутри носит, какие качества характера. Поэтому мальчик должен полюбить вызов. Потому что в вызове он растет. Третий базовый смысл – способность мальчика давать гарантии. Что такое гарантия? Гарантия означает, что бы ни случилось, со мной надежно. Я не буду ныкаться по кустам, я не буду сбегать, разбил стекло, я вышел и сказал, я разбил стекло. Поэтому сейчас затяну пояс, меньше буду есть шоколада и стекло поставлю на место. То есть что такое гарантия? Гарантия означает, если я ошибся, для мальчика ошибся, то я никуда не убегаю, я выхожу вперед и говорю, я уже здесь, и я готов с этим что-то сделать. Я готов исправить, я готов компенсировать людям причиненное неудобство. Высший уровень сознания мужчины. Если мальчик так готов делать. Но если он говорит, это не я, меня здесь не было, а почему я? Это не я. В этот момент мужское рушится. Рушится. В этот момент мальчик, внешний мужчина, даже иногда ходит на спортивные секции, мускулы накачал, а в трудный момент своей жизни гарантии дать не может. Хочет смыться. Вопрос, что ты ходил в спортзал и качал мускулы? Поэтому вопрос не в мускулах, вопрос в сознании. Вот если в сознании нет понимания, кто такой мужчина, будет сложно.
А для этого надо прилагать усилия. Надо ходить на такие встречи. Иногда чуть-чуть слушать. Да? Потому что все, что я вам сейчас говорю, я отношу к самому себе. Я вам сказал, через боль шкурой я это почувствовал и начал приводить в действие. Потому что ничего не поменялось в моей жизни. Ну и четвертое удивительное качество – это ученическое, самое главное, 3 восклицательных знака. Ученическая позиция. А что такое ученическая позиция? Не выяснять, кто виноват. Потому что пока мальчик выясняет, кто виноват, силы уходят на то, чтобы выяснять, кто виноват. А дело кто будет делать? Поэтому, когда мальчик все время выясняет, кто виноват, не хватает сил на созидание. А мужское предназначение – это предназначение созидателя. Ты должен найти решение любой задачи и совершить нормальный мужской поступок, чтобы от него было всем приятно и хорошо. И все почувствовали эту защиту. Вот это мужская тема. Поэтому ученическая позиция означает, то, что ко мне прилетело, я должен понять, почему это было, для чего это было. Рассказываю историю. Я веду курс «Путь героя». Мальчишки по всему миру изучают онлайн. Звонит юноша, 14 лет, после курса, и говорит, у меня случилась ситуация. Я пришел в школу, пацаны курительные смеси попросили меня подержать в своем рюкзаке. Сказали, на тебя никто не подумает, ты у нас отличник, а на нас все подумают, да? Вот, поэтому давай, а вечером мы тебя заберем. Он согласился, что там, поносить до вечера, нет проблем. Вот, кто-то заметил, рассказал классному руководителю, классной руководительнице, директору. Его вызывают через 15 минут в кабинет директора, и то мне все рассказывает после курса. Кто такой настоящий мужчина? Школьник. И она ему говорит, рюкзак вывали. Он вываливает рюкзак, оттуда все это падает. Она ему ни секунды, ничего лишнего не думая, она ему говорит, с сегодняшнего дня в школе не учится, пусть мама придет, заберет документы. Все, разговор короткий. Он приходит домой, звонит мне и говорит, Алексей Анатольевич, курс мы проходили, это же несправедливо. Я ему говорю, а что несправедливо? Ну, я же не курил. Я ему говорю, а при чем ты тут курил, не курил? У тебя нашли? У тебя. Давай, разбирай ситуацию. А как разбирать? Я говорю, слушай, мы только сейчас разбирали это, как разбирать, неделю назад. Открывай свою тетрадь, что там написано? Первое мужское качество какое? Он пишет, он находит тетрадь, листает и говорит мне, ответственность. Ответственность. Я говорю, что такое ответственность? Он говорит, ну вот у меня вот так написано, от слова «ответ». Это мой ответ на ситуацию, в которую я попал. Молодец. Первое понял, что надо делать. Что второе будешь делать? А что второе? Ну, читай, что у тебя там написано. Второе, написано у него платежеспособность. Платежеспособность. Что такое платежеспособность? Это не деньги. Платежеспособность – это твоя способность платить по счетам за те истории, в которые ты попадаешь, никого не вовлекая в рабство. То есть мама не должна идти в школу, тебе 14 лет, причем тут мама? Поэтому иди и решай вопрос. Будь платежеспособен. Он говорит, и все. Я говорю, там третий есть момент. Гениальная ученическая позиция. Он говорит, а это что такое? Уроки выучи. Ну, чтобы второй раз не вляпаться в это. Потому что если ты не выучишь уроки, дальше будешь в это попадать. Он говорит, я говорю, а ты же, не обязательно, чтобы получить авторитет мальчишек, надо нарушать закон. Ты мог сказать, я в эти игры не играю. Это нарушение закона. А мужчина должен что делать? Уважать закон. Это его прямое правило. Он не должен посягать на закон. Мужская тема – уважать закон. Поэтому, когда тебе предложили, пацаны, это дело, ты мог сказать, я вас уважаю, ничего лишнего, но делать это не буду. И ты получил еще больше авторитета. Но ты решил нарушить закон. Поэтому в следующий раз выучи урок. Когда тебе предлагают вещи, нарушающие закон, ты можешь не, как сказать, ты можешь не идти в нарушение закона. Ты можешь остаться
в уважении к закону. Угу. Вот это ученическая позиция. Все. На следующий день пошел к директору. Угу. Сказал: мне нравится эта школа, я не хочу отсюда уходить, поэтому я готов ответить за то, что произошло. Давайте найдем дело, которое я компенсирую. Она говорит: это же не ты сделал, скажи, кто это сделал. Он сказал: я не могу сдать пацанов. Я говорю: молодец, молодец, решай вопрос сам, никого не надо сдавать. У тебя оказались, иди решай свой вопрос. Сам, без мамы, без папы, тебе 14 лет. Ты несешь ответственность за то, во что ты превращаешь свою жизнь. Все. Как я могу компенсировать причиненные неудобства? Она сказала: можешь помыть полы всей школе. Тебе же нравится наша школа? Да, очень нравится. Все. Стал драить полы. Первый день драет, пацаны подошли, посмотрели. Второй день драет полы. Они уже начали ведра ему таскать. Неудобно. Стыдно получается. Они накосячили, а он отдувается. Третий день уже стали ему помогать. Решение вопроса. Если мальчик понимает смысл своей жизни, что он двигается в самопожертвование, он любит вызов, он дает гарантии и занят ученической позицией, развивает в себе ответственность, платежеспособность и самое главное, вот эту ученическую позицию, учить свои уроки, а не выяснять, кто виноват. Остался в школе раз, получил уважение своих одноклассников два, зауважали, и вынес уроки. Для того, чтобы получить авторитет, не обязательно идти против закона. Можно уважать законы и все равно оставаться авторитетом. Это вот как мальчик учит свои уроки. Вот это называется мужское поведение. Вот надо приучить себя понять эти вещи. Кто такой мужчина и зачем он рождается. Если вы это поняли, и для вас смысл теперь самопожертвования в вызове, в гарантии, в ученической позиции, а не в желании прилепиться к комфорту, с этой секунды у вас жизнь будет удаваться. И Вселенная будет каждого такого мужчину поддерживать. А девочка, она очень интересно устроена. Она абсолютно точно чувствует, есть в мальчике этот стержень или нет. Поэтому рисую вам схему, а потом я ее вам покажу сейчас. Потому что я веду тренировки с пацанами, с мальчишками. Я веду небесный футбол. Но футбол мне 100 лет не нужен. Я через футбол обучаю мальчиков мужскому поведению. Потому что в футболе все видно. По ногам ударили, ой, я больше играть не буду. Или тот, кто ударил по ногам, выводов не может сделать, продолжает бить по ногам. Знаете, как Пеле, когда играл, специально взращивали игроков, которые должны были ломать ему ноги. Вот так останавливали форварда, понимаете, чтобы он не забивал. Вот, поэтому в футболе я вижу все. Все не мужское поведение в футболе на раз-два. И там я начинаю это показывать. И мальчишки мудреют в футболе. Поэтому они приходят в футбол уже не для того, чтобы голы позабивать, а чтобы проверить, из чего они состоят, и научиться подталкивать друг друга к победе, а не вырывать голы из горла. Поэтому рисую вам формулу счастливой мужской жизни. Всего 3 слова. Потом перейдем, может быть, к вопросам девичьим. Всего 3 слова. Откуда я взял эту схему? У Пушкина. Я вам читал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастью, Боже мой. Как я ошибся, как наказан. 3 слова. Кто эту красоту создал? Кто отвечает за то, что солнце на голову не падает? Кто вот это все поддерживает? Явно Создатель, явно Творец. Он создал жизнь на отдельно взятой земле. Поэтому я и пишу того, кто поддерживает каждый день эту жизнь. Мы же ничего с вами не делаем, чтобы солнце встало, чтобы оно зашло. Мы даже ничего не делаем, не переключаем никакие краники, когда мы поели. Организм сам принял еду, переварил, пустил дальше, вывел и так далее и тому подобное. Все работает. Все работает, посмотрите. Такая же мини-система, самовоспроизводящий организм, как и огромная космическая система. Поэтому кто-то это создал, кто-то за этим, кто-то это поддерживает. Поэтому пишу Создатель. В скобках пишу Творец, как хотите.
Творец. Второе слово важное. Видите, пишу большими буквами. Сознание. Что такое сознание? Мужское сознание. И третье, великое слово, которое называется, сейчас буду немножко объяснять, природа. Что такое природа? Природа – это все вокруг. Вот все, что создал Творец, это есть его продукт. Природа. Понимаете? Ему принадлежит эта природа. Он автор. Угу. А теперь самое интересное. Вот женщины и дети, они вот сюда относятся, к природе. А теперь смотрите. Если мужское сознание мальчика, рисую жирную стрелочку, соединено с Творцом, мальчик задает себе вопрос, в чем смысл мужской жизни, и отвечает: самопожертвование, а не для себя. Для того, чтобы давать гарантии, для того, чтобы полюбить вызов и задавать себе вопросы, для чего это и на что, и что я должен понять. То есть ученическая позиция. Угу. И вот когда мальчик связан с Творцом, то есть задает себе вопросы и воспитывает в себе 3 великих качества: ответственность, платежеспособность и ученичество, именно в этот момент он что об этой природе делает? Как вы думаете? Он заботится о ней. Он не даст как бы ей погибнуть. Он постоянно будет о ней думать. То есть он никогда не заденет девочку. Он никогда ее не обидит. Почему? Потому что он понимает, здесь Творец сказал, она природа. Ты, как мужчина, должен ее поддерживать и защищать. То есть, если сознание мальчика выстроено в связи с Творцом, он никогда не заденет девушку. Это невозможно представить. Если он бегает и задевает, это означает, что в его голове просто отсутствует эта связь. И он эту природу что делает? Он ее потребляет. Он не заботится о ней. А природа, знаете, как устроена? Если бы мальчики знали это, они бы никогда не задевали девочек. Знаете, как она устроена? Природа говорит так. Ты, конечно, можешь меня потреблять, ты, конечно, можешь эксплуатировать меня, ты, конечно, можешь задевать меня. Но если ты это делаешь, и ты это выбрал делать своей свободной волей, природа говорит: я тебе устрою. И у мужчины начинается жизнь, которая называется так: добро пожаловать в ад. Почему? Потому что это будет очень сложная жизнь, вселенная. Творец начнет в жизнь мужчины направлять ситуации, чтобы его сознание как бы расширилось, и он понял, ради чего он родился. И прекратил глупости. Задевать природу и обижать природу. Это глупости. Очень большие. Мужчина будет мучиться всю жизнь. Теперь я показываю вам. Мне нужен юноша, а может быть 2, которые помогут мне сделать одно упражнение. Я вам сейчас вот эту схему покажу, как она работает. Кто из вас, из ребят, готов мне помочь? Ничего великого делать не нужно будет, просто мне помочь. И все. Да, выходите. 2. 3 выходите. Да вот мы... здесь не видно, да? Ладно, пошли на сцену. Да чего вы боитесь? Я за все отвечаю, все нормально будет. Я вам гарантирую. Кто хочет выходить? Спасибо. Во, просил 2, вышли 3. Поаплодируйте, пожалуйста. Чего так сидите-то? Вас зовут? Айбулат. Айбулат? Булат? Рустем. Айбулат, Булат и Рустем. Хорошо. Смотрите, схему помните? Сейчас мы покажем вам, как эта схема работает для мальчиков. Вас прошу просто осознавать, просто чувствовать. Кое-что буду вас спрашивать. Давайте попробуем взять свою ногу вот, и взять ее за носочек и подтянуть ее. И постоять вот так. Вот. Скажите, пожалуйста, ребята, вы какой-то смысл в этом видите или нет? Какой-то смысл есть или нет? Стоять на обоих ногах легче. Стоять на обоих ногах легче. Супер.
Ну, скажите, пожалуйста, если вот так вот просто стоять, без всякого смысла, ну, есть настроение стоять или нет? Ну, не очень охота, правда? Ну, что вот мы так стоим? С какой стати? Ну, скоро привыкнем и научимся. Ну, а смысла-то особого нет. А вот скажите, пожалуйста, если бы я сейчас ввел смысл, в то, и вы бы поняли, в чем смысл вот этого упражнения, вы бы простояли больше, если бы добавился смысл, или меньше, как вы думаете? А? О, смотрите, что они говорят. Они говорят, что если добавить сейчас в это упражнение смысл, мы бы стояли вечно. Но при этом, говорят, стоять неудобно. Неудобно стоять? Или удобно? Удобно или неудобно? Неудобно. Угу. Хорошо. Теперь смотрите. Физазу Фаровна, давайте. Вот я сейчас попробую ввести смысл. Смотрите, смысл в следующем. Пожалуйста, вытяните руку вот так вот, как будто должны удержать карандаш. Не вот так. Я вот как показываю. Вам сейчас, если положить на руку что-то, оно должно стоять. Понимаете? Пиалушечку поставить с чаем, вот так вы должны ее удержать. Что вот так вы ее не удержите. Вот так. А теперь смотрите, представьте, что вы держите небо, и вы атланты. Если небо рухнет, вот небо придавит, посмотрите, всех красивых барышень, которые здесь сидят. Посмотрите на их лица. Светлейшие девочки, красавицы. Понимаете? Мальчики, пока, да, спасибо, что вы это... Это не нам звонок, вы же понимаете, у мужчины нет звонков. Поэтому вытяните, пожалуйста, ручку вертикально, и вы держите небо. И вот если мы с вами сейчас небо бросим, всех накроет, и они погибнут. А жизнь, она сложная. Видите, жизнь подкосила нас с вами, на одной ножке стоим. И вот задача мужчины, если его жизнь подкашивает, никогда не бросить руку, никогда не убрать руку, потому что вот надежность что такое? Меня подкосила жизнь, видите, неудобно, черт побери, на одной ноге, а небо я держу. Девочки, как вам с такими мальчиками? Чувствуете? Чувствуете? Вот оно мужское поведение. Это сознание. Девочка, она моментально чувствует, есть в мальчике это стержень или нет. Как только подкосит его жизнь, он руку раз и сразу убирает. И говорит, о, я тебе ничего не обещал, видишь, меня жизнь подкосила. Я не готов держать небо, ты знаешь. Мне на диванчик надо. И в этот момент трагедия. Самая большая. Поэтому, парни, скажите, пожалуйста, вот сейчас я ввел смысл. Вот этой рукой держать небо. И сколько вы так простоите теперь? Честно. Будете стоять вечно? Нет уж. Не будете стоять? А сколько вам лет, скажите? А мне 60. А что я стою, а вы не стоите? Вставайте, пацаны. Ничего. А теперь давайте осмыслять. Бросим руку, накроет. Смысл я ввел. Скажите по-честному. Вот если вы поняли смысл мужской жизни, сколько так простоите, если честно? Вот и все. Пока не умрем, будем держать. Вот и все. Поняли? Вот и все. Знаете, я сколько с пацанами стою? Последний раз стояли 1:35. Никаких проблем. Ну что, пацаны? Мужчины, спасибо вам большое. На раз, два, три бросили. Раз, два, три. Видите, да, что получилось? Вас будут провоцировать, вам будут говорить, бросьте с телевизора, еще откуда, машинку купите, не занимайтесь ерундой. Повелись, да? Повелись. Не ведитесь никогда, понимаете? Поэтому держите. Вот сейчас, честно, спасибо, поаплодируйте. Не уходите, не уходите. Девочки, как вам тема? Крутая? О, смотрите, как они реагируют.
Девочки, вы хотели бы быть рядом с такими мальчиками, которые это понимают? Тогда аплодисментами я хотел, чтобы вы показали, насколько это для вас важно. Покажите. Слушайте, нет, подождите. Теперь давайте у девочек спросим, то, что мы делали, насколько для них это важно. Подскажите еще раз, насколько для вас это важно? Моментально чувствуете. Потому что если мальчик, его подкосила жизнь, а он говорит, о, я больше держать нет, а они сразу это чувствуют. И это ненадежность. 5. Так, девочки, вы сейчас мне очень будете нужны. Мне нужно будет 3 девочки, которые выйдут сюда на сцену. Подумайте, кто это, и когда я скажу, выходите. Ничего не бойтесь, все будет нормально, я обещаю. Вставайте в круг, пожалуйста. В круг. Да, Вежда Зуфаровна. Да, пожалуйста. Видите, смотрите, я все делаю вместе с ними. Я не стою и не говорю делайте. Я участник этого процесса. А теперь 2 руки поднимите, пожалуйста. Только по-настоящему. Вот туда. Не вот так, не вот так. У меня вопрос. Как вы думаете, сколько мы с вами простоим, мужчины? Вот так. Вот это уже не игрушки. Это даже тяжелее, чем стоять на одной ноге. Сейчас через 3 минуты начнет ломить в суставах. Угу. Как думаете, сколько мы простоим? Вот так, без всякого смысла. Просто стоим и все. Минут 5. Ну, максимум 7. Да? Девочки, мальчики, представляете, мы не сможем стоять так. Потому что смысла нет. Сейчас, девочки, кто готов мне помочь? Выйдите на сцену, пожалуйста. Хотя бы 2 или 3. Угу. Хотя бы 2 человека. Идемте, пожалуйста. Заходите в центр. Смысл вел, видите? Смысл вел. Вот сейчас начнут ломить плечи конкретно. Спасибо большое. Можете своими делами можете заниматься, разговаривать о своей жизни. Вот, девичьими своими делами. На нас не обращайте внимания. Мальчики, вот если опустим руки, их накроют, у них будут очень много проблем. Теперь вопрос, когда вы смысл видите? Держать небо, чтобы защитить и поддержать тех, кто нуждается в том, чтобы их защищали. Сколько будем стоять, как думаете? Долго говорят. Долго говорят. У кого ломота началась? Кому тяжелее? Ну, кто сейчас чувствует, что уже непросто? Есть чуть-чуть? Терпеть можно. Но вот скажите, когда их нет в центре, есть разница? И когда они в центре, есть разница по количеству терпения или нет? В чем разница? Говорите, это важно. В чем разница? Я не знаю, оно само как-то. Оно само. Оно само! Как же я брошу? Если природа рядом, девочки, а вы что теряетесь? Смотрите, мы тут вы можете сказать, мы вас верим. Вот, давайте. Вот они. Вот что делает девочка. И тогда мужское, что? Оно становится очень сильным для того, чтобы защищать. Ну что, вот когда будет тяжело, мы что можем делать? Сотрудничать. Как можно сотрудничать? Нет, нельзя опускать. Как сотрудничать, не опуская руки? Ну-ка, смотрите, можно подойти ближе и на что сделать друг на друга? Конечно, вот так мы отдыхаем, но не бросаем. Они не должны быть сданы никогда. В этом суть мужской жизни. И если мы с вами это делаем, к нам приходит здоровье, финансы и хорошие отношения. Потому что Вселенная начинает поддерживать такого мужчину. Девочки, как вам здесь в этом кругу? Дайте микрофончик. Как вам здесь? Жарко. Ну, так, нормально. Нормально. Вам нравится эта защита? Когда вы способны делать все, что вы хотите, но рядом находятся люди, которые держат небо и защищают вас. Вам спокойнее так или нет? Очень. Знаете, что говорить? А можешь громче сказать? Очень. Очень. Ну что, на раз, два, три. Спасибо, мужики. Бросили.
Браво. Вот так вот. Все. Ой, простите, что зазвал. Спасибо всем. Присаживайтесь. Я еще нигде этого не видел, только в вашей школе. Спасибо. Вот и вся тема, понимаете? Вы когда приходите на спектакль, ой, простите, на концерт музыки, вы же видите, что музыканты сразу не играют. Замечали? Нет? Не играют сразу музыканты. А что они делают? Настраивают инструмент. Значит, дается нота ля. Угу. Нота ля. Это что такое? Это камертон. Нота ля. И на ноту ля каждый музыкант настраивает что? Инструмент. А если он не настроит инструмент на ля, что будет? Чего будет? Музыки не будет. Будет фальшивая музыка, верно? Нет? Если инструмент не настроен на камертон, и они играют в едином оркестре, музыки не будет. Потому что у каждого будет звучать инструмент согласно своего звука. Поэтому музыки не будет. Будет какофония. Поэтому что нужно? Слушать дирижера. Сейчас понимаете, что такое слушать дирижера? Не противостоять законам Вселенной, но при этом свой инструмент настроить. Это ежедневный труд для того, чтобы настроить свой инструмент. Поэтому вот я вам рассказал о мужской природе. Женская природа следующая. Для девочки очень важно настроиться на вот эти божественные, или как называются, вселенские ля. И первая базовая настройка для девочки называется так. Уметь направить энергию, направить свою энергию, направить энергию куда? В мирное русло. В мирное русло. Угу. В мирное русло. То же самое, то что я остановил, помните упражнение? Вот я его остановил для этого. Помните, я спросил, когда мальчики задевают девочек, они не помнят эту схему. Если девочка отвечает грубо, жестко, безапелляционно, мальчик никогда эту схему не вспомнит, не помудреет, не расширит свое сознание. Он не поймет, что счастье – это держать небо. Никогда не поймет. Почему? Потому что она не говорит тем языком, который бы умягчит его сердце и раскроет его сознание. Она говорит на языке претензий и грубости. Поэтому, когда мальчик задевает, это говорит о том, что он пока не понимает сути своего предназначения. У вас два варианта, девочки. И это будет очень сильно сказываться в вашей семейной жизни потом, если вы выучите этот урок. Хорошо сказываться. У вас два варианта. Либо вы критикуете его, говорите ему грубые слова, думая, что из-за этих слов он должен поумнеть, либо вы говорите ему следующее. Сейчас проверим. Помните, я остановился на этом упражнении. Сейчас, девочки, очень важно, пожалуйста, вспомните. Допустим, вас задел юноша. Мальчики, у меня к вам сейчас будет вопрос, тоже будьте внимательны. прошу вас, я кое-что у вас буду спрашивать. Сейчас ко всем. Но сначала работают девочки, потом мальчики. Представьте, что парень вас задел, обидел, вот, и вы ему что-то говорите грубо, это первый вариант. А второй вариант, примерно говорите то, что я сейчас буду говорить. Не спешите с оценками, выслушайте до конца. Когда он вас задевает, в этот момент вы подходите к нему, вспоминаете наш сегодняшний разговор, смотрите ему в глаза и спокойно говорите: послушай, то, что ты сделал, буду задевать такую девочку. Нет. Почему? Потому что вы звучите из своего ля. Вы его не размазываете по стене, а вы ему предлагаете вспомнить схему, которую вы сейчас слушали. Творец, сознание, природа. И вы что ему делаете? Вы вот эту связь ему устанавливаете. Нежно, красиво, аккуратно. Он сам не понимает. Почему? Но при этом он как-то
Совершенно по-другому. Он взрослеет на ваших глазах. Вот девочка помогает. Если девочка звучит из своей природы, она не размазывает мальчика по стене из-за его ошибки. Она ему шанс дает. Она ему напоминает. И он всю жизнь будет благодарен этой девочке, всю жизнь, которая помогла ему понять эту гениальную схему, потому что эта схема – это счастье мужчин. Понимаете? Поэтому первое базовое, что, девочки, направить энергию, не лучшую энергию, куда? В мирное русло. Только сейчас я это показал, как делать. Девочки, а как вы сейчас относитесь к тому, что я говорю? Это важно для вас или нет? Потому что то, что я сейчас говорил от вашего имени, это язык любви. Потому что если вы не будете разговаривать на языке любви, будет язык претензий. А там полетит слово «придурок», у тебя мозгов нет, с тобой разговаривать невозможно, из тебя хорошего ничего не выйдет, и вы аннулируете эту схему. Творец сознания природы, вы просто поставите на ней жирный крест. И этот мальчик будет вести себя еще хуже, потому что после вашего обращения он не помудрел, а он еще больше обозлился. Вот и вся история. Поэтому как это делается? Первое, ваше умение на всю жизнь направлять энергию в мирное русло. А как это? Слово доброе молвить. Слово доброе молвить. Доброе молвить. И в пути что делать? Поддерживать. Что такое в пути поддерживать? У тебя получится, я в это верю. Я не сомневаюсь, что ты сможешь быть в этой схеме и помогать другим и защищать природу. У тебя получится. Вот это гениальная тема. Вот это девичья. Это первая ее настройка. И ей важно синхронизироваться не с Ютубом, не со своими обидами. Не то, что там говорят ерунду всякую, а с настоящими вещами, которые не горят, не гибнут при землетрясениях, не капризничают, не разводятся. Вечные вещи этого мира. Вот с чем надо синхронизироваться. Иначе не синхронизируемся, будем мусорить пространство. А потом это пространство будет проливаться на нас коричневым дождем. И мы будем кушать то, что сами произвели. Мы сегодня едим продукты нашей жизнедеятельности. Представляете, до чего мы дожили? А кто вот этим будет заниматься и когда? А это труд. Это ежедневный труд. Само это не придет. В этом надо упражняться. Каждый день. И мальчикам, и девочкам. Мальчикам в своем, девочкам. Надо до конца докрутить? Или не надо? Вам это интересно или нет? Да? 6 базовых настроек. На всю жизнь работа. Будете над этим работать, это и будет миссия счастливой женщины. Потому что миссия счастливой женщины – это не привлекательная метафора. Это ежедневный труд. Только надо понять, в чем труд. Вторая удивительная настройка. Слушайте, я выписал, просто, знаете, это же 7 дней семинар идет для девочек. А как из 7 дней выписать так, чтобы на 15 минут? Поэтому вот сделал позавчера краткий конспект, так, чтобы вас не завести никуда. Поэтому буду точен. Я-то могу сказать, но боюсь, что-то забуду. Вот. Ой. Вторая базовая настроечка будет называться так. Не могу найти, придется, наверное, по памяти. Сейчас. На месте. Супер. Вторая базовая настроечка. Девичья жизнь подчиняется первому закону энергии. Первый закон энергии. Первый закон энергии. Знаете, девчонки, первый закон энергии для вас? Он звучит так. Что вы поливаете, то и растет. Поливаете грубые слова, будут расти грубые слова. Этот закон еще звучит иначе. Куда внимание, туда энергия. Что вы поливаете, то и растет. Куда направлено, туда и течет. Поэтому девочка должна
понимать этот базовый закон. Очень хорошо понимать. И она должна каждый день задавать себе вопрос, чего она поливает. Своими словами, своими мыслями. Потому что то, что она поливает, то и будет расти. Вот. То есть, третье базовое качество. Это понимание, что девочка может быть королевой, а может быть перевернутой королевой. Кто такая перевернутая королева? Перевернутая королева – это нытик и жертва, все и не так. Кто такая настоящая королева? Когда она разговаривает с другими людьми, достоинство у других людей увеличивается. Представление о себе как о хорошем человеке у человека растет. Вот это королева. То есть, девочка должна понимать, что в самом агрессивном человеке, который воплощен на земле, все равно у него есть душа. И в этой душе хоть грамм есть света. И девочка несет ответственность за то, чтобы свет в этом человеке оставался. Вот что интересно. Не сравнивать все с землей, не говорить, что все черное. Верить, что там есть грамм света, зацепиться и усилить его. Вот это вот женское. Поэтому, четвертое, самое главное в воспитании девочки – это согласие с женской роли. Для девочки очень важно находиться в понимании силы слова. Сила слова. Сила произнесенного слова. Она может одно слово произнести и, знаете, усилить что-то плохое в человеке. А может этим словом растопить сердце человека. Поэтому для девочки очень важно понять, что такое сила слова. Смотрите, давайте пишу дословно. Как это сказать? Точнее, то, что ты говоришь, будет определять то, в чем ты будешь жить. Вот как ты звучишь, так ты и будешь жить. То есть вопрос в интонации. Вот какова твоя интонация, такова твоя жизнь. Если в твоей интонации есть оценка, упрек, претензия, то это что? Это язык, который искажает информацию, порождает ответное осуждение. Это не женский язык. Для мужчины этот язык тяжел. Он никогда не поймет смысл того, что вы ему говорите. В претензии, в оценке он уйдет, будет сопротивляться, увеличит расстояние и не захочет ничего понимать. Язык не тот. Сколько семей разваливается из-за этих вещей. Поэтому то, как ты звучишь в таком мире, ты и будешь жить. Пятое. Отнеситесь к жизни как к чуду. Посмотрите, как все устроено. Научитесь любить красоту и переводить красоту. Восхитились красотой березок желтых. Теперь эту красоту переведите в действие. Выразите в словах эту красоту. То есть отнеситесь к жизни как к чуду, как первый показатель здоровья и иммунитета. А теперь самое главное, шестое. Когда девочка умеет направлять энергию в мирное русло, когда она умеет слово доброе молвить и в пути поддержать, когда она знает первый закон энергии, что она поливает, то и растет, когда она четко понимает, кто такая королева, и разговаривает так, что увеличивается достоинство в другом человеке, когда она находится в понимании силы слова и понимает, что как она звучит в таком мире, она будет жить, когда она понимает красоту этого мира, восхищается этой красотой и любит эту красоту, у нее возникает гениальное шестое чувство, которое называется состояние. Все это ведет к гениальному состоянию. Это состояние как называется? Я нравлюсь сама себе. Потому что в этот момент я синхронизирована не с, понятно, какими-то там делами в Ютубе, а я синхронизирована со своей настоящей женской базовой природой. Поэтому, когда спрашиваю девочку, что труднее, жить или выживать, можете дать ответ на вопрос, что труднее, жить или выживать? Ответ налицо. Жить труднее для девочки, для женщины или выживать? Как думаете? А почему? А вот вам ответ. Что такое выживать? Выживать означает, как-то вот жить.
Понимаете, там пробурчало, там что-то там то. Ну, как-то вот жить эту жизнь просто так. А выживать. А жить означает ежедневно трудиться над 5 настройками. Поэтому жить намного сложнее, чем выживать. Жить означает ежедневно поддерживать в себе эти настройки. Это труд гениальный. И вот этот труд и приведет вас к счастью. А мальчика приведет к счастью понимание той схемы. Так говорят законы Вселенной. Можно, конечно, проигнорировать, можно сказать, что это ерунда, но тогда придумать какую-то свою жизнь и проверить. Поэтому я сегодня рассказывал вам то, на что потратил последние 20 лет своей жизни. Удалось это рассказать за 1,5 часа.